В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Защитники Родины. Команда Рамзана Ахматовича, я уверен, работает, я это видел своими глазами, работает более чем на 100%. Из Грозного в зону проведения спецоперации отправилась очередная группа добровольцев. Расскажем о настрое бойцов. Тяжело в учении, легко в бою. Мне больше всего понравилось именно первое занятие – огнестрельное оружие. Там нам обучают, как надо вести с оружием, как его разбирать и собирать. Школьники обучаются военному делу. Какие занятия включает в себя подготовка? Секреты кинематографа. Духовную направленность и какие-то элементы профессионализма в области драматургии желательно, то, что вы сами должны, я так считаю, писать ваши сценарии. В рамках международного фестиваля «Золотой Витязь» в Грозном открылась киношкола. Рамзан Кадыров побеседовал с Хусейном Джамбетовым. Он воевал на стороне Украины в составе Интернационального легиона ВСУ. Бывший сторонник Ичкерии не был на родине 20 лет. Он проживал в Бельгии и с начала специальной военной операции поехал на фронт в Украину. Руководитель региона рассказал, что в республике все условия для исповедания религии, чтения молитвы и Корана. Несмотря ни на что, самое важное в жизни каждого – Родина. Место, куда хочется вернуться, где бы ты ни был и сколько времени не прошло. А пока Хусейн путешествует по республике, чтобы своими глазами увидеть процветающий регион, где царит настоящий мир и благополучие, о которых в годы лихолетия мечтали все. Репортаж Луизы Яхяевой. В диалоге с бывшим бойцом Интернационального легиона ВСУ и сторонником Ичкерии Хусейном Джамбетовым Рамзан Кадыров рассказал, что в регионе есть возможность исповедовать ислам, совершать намаз и читать священный Коран, а также отметил вклад федеральной власти в развитие Чеченской Республики. Usal din dan nachjal ugic hum dupway dan way seal la dan way dazal la way dis dan din ha wol dan ha kom khadats dan dosh dolma dan talan way dan da qulchen way turk saplan way afgan saplan way arab saplan way nachjik dan nachjik usal ba dosh way usal din dan merfi do way doja imam shemir milkhjo dan وقار تمش بين بوهر دوداش دون نو تغن سن دون مارشين سخال وقعدوي ديش شيش قران دوي هر دون ايدا بالخ كير تحت متكي وقعد شبكي دون حبوش دون ماجد دون روز بعد العاد لوي دون وسقا دون خط بيش وقعد عاش لامز يدول ماجد هو لامز دي هو مليل يدوه دو شيزودري دول دي دون هيتس ودا اما نبيخ يخل ديش كومونيستي عيدل انك ودا ويت اكا شاك بيخ اوك دسون هينز وي دون ديدو حالوت وي دون ها بول تانيا يوشوچ نوچ ريسبوبليك وي حالوت وي دون تانادي يوشوچ راك خلاتشي وي سان اخش ديال دي سلاز اوغري حالا وي اخش ديال ديز يا ام يا نفت اول وي غاز اول وي سويت اول وي دون هيز وي نفت حدا كان داد كان از شنو سايق شبلشي تحبلني صدرت يلا دور اخش داق نفط دور مش تعبغ نفط بين حدا روس نفط عيغ اس فتش على دور مش تعبغ شوي قيل از بلمت قال لي تعمل شو بتحار ايش بوخ لا تشوف حسب بوش شلون وين نفط دور حدولين شوي نفط دور يا كادي دو شيء دور قدر بوت كيلو دور بصوا ما دي دوش صاحب كم باني صاحب وين يفتون ديش تقبل يدوتي هو شبيلون صار دوخ كدل اخر دون يلو دون يزبط كيش دون صار دوخ كدل اخر دون اخر دون دوت ديل دون شو ده طبعا وين رسينو دون صوت مليار اخر دون пенсии, пособия, безработные, бюджет, все лучше, все направления, из войны, цангадак, что такое цангадак,
حتى خلق خارج بنا خلق بين خارج زي ويديش دو مار شوي وي داخني دو قاعد أصلا مار شوي وي قاعد وي ميخ داي دو. Глава региона также отметил, что борьба за истинные ценности является благим делом. Каждый должен стремиться защитить себя и свою семью от ложной идеологии. حتى حلقة الولد عواجه حيلس من وجهه حيقوم دون ده حيقوم ده ديل دانيت دونه سقم دولار دي دوس هو سيقوم دولار دي دوس هو سي كان يعني سيبيري دون يوعي ماري سيوش تجي ماري سووش شيسكي ماري سيوش دون شيخ ما خلر بوسو الدنيا أدمل له دون شيء برايل جوات دي دون هو برايل سن دون ديخل دوي وش برايل دون وين يشيات وين سويتسكي государство دون زكوانتن دين لر ديش دوي هو بتش حلقة دون وشو تك دونه نقسم ويلامز ديتا ويقعد دون ويقعد القرآن عام ديتا ده إليمنتار ويلامز دوش دوي دون ويا بتش حلقة ديش فوق دالو دون هو بتش حلقة ديش وي بوخ إذا بتش حبوق ديش وي بوخ يس بوخ دال بوخ ده تنتظر وي دون هر دون بتش حلقة ديش خلر تعشكي كويس دون كيف ما بتش حلقة ديش سخل شيء كي ما تاع nog tjigels dus nog gewoon in buur dan het is laat dan zo'n dollar is Duits hij duurzaam het zeggen ziet dan waren let wel zeggen dan is hulp bij dat dan we dan let dan daar maar zo loop aan meld dan meer dan gebeurt een gears techniek aan deze dat oost en nacht het buur al daar let boven Quran dag is heel door met roos had ik dan Quran dag was moest ik hebben niet om gaan we niet hebben dan gaan goal zien üç tabiiz bizde İçer üç marşu dan çiğdağ baş bolçar üç marşu dan sun çiğ marşu dan ina hanti ahvetan iza konti iz diz boş ne hanti ahvetan marşu yak dan vettal dan razı da diz baktasın Украина исламский государство Зеленский да, имам да. У всего есть разумный предел, и бесконтрольная свобода ведет к разрушительным последствиям. Свобода быть законопослушным гражданином и мусульманином есть у каждого, кто живет в Чеченской республике. Маршем пределую да, мотал тхунах айдан. Своел нир да, маршем wel пределит, все понимают син да. Маршем да, хадож ема маршем да, да. Маяз да. مميز مارشو يقوي ميلا دون شيء ميجن دون شارك دون ويدي دون قيله دون سول حوزو سبعش دون تيزي توتو سبعش وران عامو سبعش مول ديشات سبعش تك عمل شكوتك دون دون شو دون دون لامز ده سبعش ليلا هينز دون حدورين شو حدور دون لامز يوي دون وران عامدين شيء هذول دو دينش دون هو بتش حاجة وين بعندوش ده يلا ورا عند الناشي بعندوش هو بس هو بتش حاجة دين مارشو مولده صان دون سو سعيد ولا يوجينا بوصل بولشاك السلام عليكم يا جماعة بريت بوش دون دعاء تدوان شو وعليكم السلام 4 بوصل بورد يومش قبلنا هين سمتا وعليكم السلام أول كيوش على يبدأ لجنا ده يلا ورا عند سبعة دون السلام عليكم يا جماعة وعليكم السلام دون أو بريت رمضان عربي دون هين سوا عليكم السلام أول ده أصلا طبعا ما أعرف دون ما يقولش دون مسلمان نستر عستعمل واجي فأنا ما زعما مثلا مسلمان نستر دين عندي نستر دون خلي عادون إسمعنا خير مدة بدأ دون هذا ما دون إسمعنا مغلي دون بروبلم شغلة الشيء إنه شو يحرب ولا هلا دون باخ دون بابا عبيو يصل وإيش ترحم دون هن جني شون دون وين شون حيزو شو دار الشعب يزرع دون صودا كان دون الشعب يزرع كيراد ولا دون عكرت دون هدية شو عدال يزرع شو عطاله حاجينش دون يغورو زدرش يغورو تجر يغورو حمو يغورو سند الديالة إذا بس سألت أو شعب يزيد ترحم مش وين دون الشعب دون كيراد ولا دون شو الويش سعدال القيرش دون سعدال التيش والشهر ترحم دون كل ما يوم برجع شيء الشيء عبيرة تدشي بيدون هذا وان يلزم يقول شوية هذا ده أول شوية زع ما ديت سدون آدم زون وتعد بروت ليش نقول دون وتعد وبيشتري بروت تيجي ويقول عش كذا ده جاكنا هذا وده تيجي نشاء هذا دون وي طبعا بايا مرشين يعوش ده سمر دون
Иначе диечтом, вот сама дочтом, хелла выйдом, бороться здесь тоже. Рамзан Кадыров неоднократно призывал вернуться на родину и начать новую жизнь сторонников Ичкерии, последовавших ложным уговорам подстрекателей. Глава региона проявил мудрость и великодушие, показав, что любой представитель чеченского народа, даже долгие годы бывший в оппозиции, всегда может рассчитывать на его поддержку и спокойно вернуться на родину. Луиза Ахяева, Руслан Магомадов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В столичном аэропорту состоялась очередная отправка защитников Родины. Добровольцы из разных уголков страны прибывают в регион для обучения военному делу в Российском университете спецназа с последующим участием в специальной военной операции на Украине. Проводить их прибыли официальные лица республики. Подробнее Лейла Муртазова. Среди этих добровольцев чеченцы и представители других национальностей, прибывших в регион со всей страны. Несмотря на разные вероисповедания, они объединены одной целью – защитить свое государство. Перед отправкой на передовую очередная группа новобранцев собралась на плацу. Как и предыдущие добровольцы, они прошли ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа. Под руководством высококвалифицированного инструкторского состава бойцы за короткий срок обучились военной тактике. Многие из них имеют опыт участия в горячих точках. Глава республики Рамзан Ахматович Кадыров нас достойно обеспечивает, даже более чем. Помощь поступает всегда до того, как она становится необходимой. Команда Рамзана Ахматовича, я уверен, работает, я это видел своими глазами, работает более чем на 100%. И особенно учитывая ту подготовку, которую мы получили в Российском университете спецназа, особенно я занимался прям технологиями квадрокоптера и разведки, и корректировки, это просто что-то с чем-то. Я просто прям был поражен. На проводы прибыл председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Он выступил с напутственной речью и отметил, что из региона на СВО отправилось более 12 тысяч добровольцев. Мы желаем вам, самое главное, как и всегда, чтобы вы живыми и здоровыми вернулись в свои семьи. Взаимоподдержка, взаимовыручка. Все мы здесь прекрасно понимаем, вы это лучше всех знаете, за что мы вышли. На тропу священного долга. Это защита своей страны, своего народа, борьба с нацизмом, фашизмом. Мы прекрасно все это понимаем. Как известно, региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова на регулярной основе оказывает помощь бойцам и обеспечивает их всем необходимым. Бойцы загружаются на борт самолета. Совсем скоро они присоединятся к своим боевым товарищам и приступят основным задачам. Лейла Муртазова, Ризван Насипов, Вести. Чеченская Республика. Коммунальные услуги станут бесплатными для семей погибших сотрудников в ходе выполнения специальной военной операции на Украине. Оплату за газ, свет и воду государство берет на себя. Об этом рассказали на встрече, которая прошла под руководством министра труда, занятости и социального развития Усмана Баширова с родственниками погибших военнослужащих. Он сообщил собравшимся, что их проблемы различного характера будут оперативно решены. Кроме того, крупные задолженности за ЖКХ семей будут погашены. Они выразили слова благодарности Рамзану Кадырову за столь значимую помощь и поддержку. صحيح وصلنا نقولوا إذا نقولوا إذا داخلوا إذا ويش حاجة تيهم بربين شو حاجة عليه التون بروتينير مثلا أستديو تام حقيقة قصة حقيقة داخلوا إذا وش خلوا إذا اللي وصلنا نقولوا سير بربين شو نعبر شو حقيقة شو سيره غاز بربين شو وخيخ بربين شو جورا أقا وما نقدر يعني من الله حاجة على خلاتير أستديو تانا حقيقة موجودة دي يوك زلول شوش بر أقوى مقداسة تان على ومقداسة تان سيزلول بجزيتيا أشدا إدندر إبجزيتيا شة تاج دعاء والشة أقا خيقوز حقيقة دبلنيتنا تمصري أن أدل توداشيو نتشانك أدل إيش حقيقة سيرة دليشون تاز ببيش ببالخا سيرة هو problem شو.
Огневая, тактическая, инженерная подготовки, организации связи, пилотирование беспилотных летательных аппаратов. Всему этому учатся школьники в региональном филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи на базе Российского университета спецназа. Обучают их опытные инструкторы. Слово Медине Мударовой. Равняйсь! Смирно! Здравия желаю, товарищи курсанты! Построение. Командир взвода сдает рапорт, учащиеся отрабатывают приветствия. Так начинаются занятия у школьников в Российском университете спецназа. Ребята от 14 до 18 лет с различных районов республики проходят обучение в республиканском филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Наша подготовка направлена на то, чтобы в любой момент, в сложной обстановке, наши курсанты могли действовать уверенно. Наша задача – развивать молодежь как защитников, будущих защитников Родины, прививать им патриотизм. Огневая, тактическая, инженерная подготовка, организация связи, пилотирование беспилотных летательных аппаратов и тактическая медицина. Это просто кладезь знаний для тех, кто действительно хочет учиться. Направляю срез канала ствола только туда, куда намерен сделать выстрел. Перед выстрелом убеждаюсь, что находится за и перед целью. Опускаю палец на спусковой крючок только тогда, когда намереваюсь сделать выстрел. На огневой подготовке инструкторы начинают с азов, как устроено оружие и как правильно и эффективно им воспользоваться. Пистолеты, винтовки, карабины, автоматы и ручной пулемет Калашникова. У каждого свои нюансы и правила в обращении. Магазин, цевьё, держатель цевьё, ствол, ДТК, дульный тормоз-компенсатор, мушка, целик. Обучение проводят дипломированные инструкторы. Специально для работы в центре они прошли переподготовку. Ребятам помогают довести приобретенные навыки до совершенства. У меня была задача в максимально сжатом форме рассказать основные правила с обращением с оружием, то есть безопасность. И, в общем, что из себя представляет оружие. Занятия, в общем, проходят отлично, ребята стабильно проходят. А здесь уже проходят занятия по тактической подготовке. Ученикам рассказывают все про боевое оснащение и предметы первой необходимости. Первое, что любой сотрудник, я хочу, что ремень, я необходимо, шаги, условия, первое, как хочу, еще. Юноши обучаются в специализированных учебных классах, оснащенных современным оборудованием для проведения теоретических и практических занятий. Ребята не просто выучат термины и правила, а поймут, как использовать знания в реальной жизни. Это уже мое 4-е занятие. Мне больше всего понравилось именно первое занятие – огнестрельное оружие. Там нам обучают, как надо вести с оружием, как его разбирать и собирать, и как мы должны видеть саму мишень, как мы должны стрелять в него. Внимательными нужно быть и со взрывчатками. Школьникам рассказали о самодельных взрывных устройствах, которые замаскированы под безобидные предметы. В обращении с ними нужно быть максимально осторожными, а главное – вовремя распознать. Элемент питания, батарейка крона. Инициирующий механизм, который запускает в действие, замыкает электрическую сеть, и находится заряд взрывчатого вещества. Занятия проходят по программе, разработанной совместно Московским педагогическим государственным университетом имени Ленина и инструкторами Российского университета спецназа. Она включает в себя основы национальной безопасности. Ребятам дается 3 месяца. В общей сложности в течение года обучение пройдут 900 юношей. Каждая группа состоит из 300 человек. Российский университет спецназа уже зарекомендовал себя как один из мировых лидеров по подготовке профессионалов. Из года в год здесь нарабатываются новые методики, а также проходит повышение квалификации. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактика специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, обучение телохранителей и военных журналистов, а также курсы спецразведки. Также на территории можно покататься на баги, можно прыгнуть с парашютом, можно полетать в аэротрубе. То есть различные направления для всех, для гражданских и для военных. Двери Российского университета спецназа открыты для каждого. Российский университет спецназа уникальный и не имеющий аналогов в мире. Любой, кто приедет в учебный центр, получит бесценные навыки и знания. Медина Мударова, Магомед Басаев, Сейдемин Тутмирзаев, Вести, Чеченская Республика.
В Ростове появилась улица в честь героя Советского Союза Мавлида Висаитова. Он командовал 225-м отделением Чечено-Ингушского и 28-м гвардейским кавалерийскими полками. На торжественном мероприятии в честь чеченского героя собрались руководители администрации области и города Ростов-на-Дону. В своих выступлениях они отметили вклад Висаита в общую победу в Отечественной войне. По завершению мероприятия собравшиеся провели торжественную церемонию открытия мемориальной доски в память Мавлида Висаитова на улице, названной его в честь. В рамках 32-го международного кинофестиваля «Золотой Витязь» в Грозном открыли киношколу. В течение нескольких дней все желающие могут присоединиться к проекту и узнать больше о мире кино и искусства. Ведущие эксперты из ряда стран прочтут лекции и раскроют некоторые секреты кинематографа на примере конкретных фильмов. Уже в первый день своим опытом и знаниями с участниками поделился Николай Бурляев. Самое главное – духовная направленность правильная. Вот что нужно успеть дать нам, вам, нам, педагогам. Духовную направленность и какие-то элементы профессионализма в области драматургии желательно, то, что вы сами должны, я так считаю, писать ваши сценарии. Сами должны поставить этот фильм, как режиссеры. Состоялась премьера фильма Николая Бурляева к 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского «Боже, чувствую приближение твое». Документальный проект «Попытка понять, что сформировало уникальный кинематографический язык Андрея Тарковского и одновременно размышления о внутреннем мире человека, который пытается разобраться в подводных течениях своей души и прийти к вере. В основу фильма положены записи из дневника Тарковского и актера Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в нескольких его фильмах. Я снял фильм о своем друге, учителе, с которым мы работали, которого я принял в сердце с первого общения. Это фильм о великом русском режиссере Андрее Тарковском. Он велик не только для Советского Союза, для России, он велик для мира. Этот режиссер признан в мире крупнейшими режиссерами мира, режиссером номер 1 на планете. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.